Всего несколько дней осталось до дня выборов президента Российской Федерации. Чтобы предоставить гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, возможность максимально принять участие в голосовании, по республике создано 20 избирательных участков и столько же избирательных комиссий, которые уже начали подготовку ко дню голосования. С помощью местных, районных и городских администраций участковые избирательные комиссии готовят помещения, где будет проходить голосование. Мы очень признательны Центральной избирательной комиссии Абхазии за помощь, потому что весь необходимый выборный реквизит, а именно урны, кабины и прочее, предоставляют нам абхазские коллеги. Это все уже находится в довольно высокой степени готовности, и мы думаем, что выборы пройдут нормально. Принять участие в выборах президента Российской Федерации могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии и достигшие 18-летнего возраста. При себе им необходимо иметь действительно российский паспорт. Что касается избирателей с просроченными российскими паспортами, то они тоже смогут принять участие в выборах. Есть соответствующее определение судебных инстанций Российской Федерации о том, что просроченность паспорта не лишает автоматически человека гражданства Российской Федерации. Поэтому, наверное, было бы неправильно лишать его права проголосовать на выборах. Человек, который предъявит просроченный паспорт члену участковой избирательной комиссии, будет вынужден подождать некоторое время, пока члены комиссии посовещаются. Возможно, у нас в это время будут соответствующие сотрудники работать в консульском отделе, которые будут проверять наличие соответствующего человека в базе данных по российскому гражданству. В общем, единственное, какие неудобства возможны при голосовании этой категории граждан, это необходимость немного подождать на избирательном участке, но я уверен, что право проголосовать им будет предоставлено. Тяжелобольные люди и инвалиды относятся к особой категории избирателей, потому им предоставляется право проголосовать на дому. Для этого им необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию 17 марта или 18 марта до 14:00. В день выборов к ним будут выезжать 2 члена избирательной комиссии с отдельной мобильной урной. Если такая группа с урной для голосования приедет домой к подавшему заявление инвалиду, то другие члены его семьи, соседи или люди, находящиеся в этот момент рядом, проголосовать не смогут. Те, кто может, так сказать, добраться до избирательного пункта, большая просьба делать это самостоятельно. Мы сильно рассчитываем в этом на помощь местных администраций, которые обещали предоставить транспорт для подвоза избирателей из удаленных мест к пунктам для голосования. Хочу призвать прийти на выборы, воспользоваться тем уникальным правом, что они могут выбирать руководство не только своей страны, но и страны, являющейся главным стратегическим союзником, партнером. И не забывать о том, что от России и от того, кто будет руководить этой страной в ближайшие 6 лет, очень много зависит для настоящего и будущего Абхазии. Избиратели могут проголосовать в удобном для них участке. При этом им не нужно предоставлять открепительные талоны. В настоящее время в Абхазии активным избирательным правом обладают более 90 тысяч российских граждан. Проведенный опрос показал, что они намерены прийти на выборы. Я пойду на выборы, это мой гражданский долг. Обязательно приму в участие в голосовании. Это, конечно, нельзя говорить, но буду голосовать за Путина, потому что это гарантия мира, свободы, независимости. И для молодежи, наверное, что будет интересное. Мне-то 75 лет, но я хочу, чтобы вам было хорошо. Я пойду на выборы, потому что это мой гражданский долг. Проголосую за Путина, потому что считаю, что он достойный президент. 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, в Абхазии обеспечивать безопасность на избирательных участках будут сотрудники МВД и СКБ республики. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.